Первый республиканский этнографический фестиваль ИС-УС-АС внес новое дыхание в жизнь Черкесского мемориально-исторического музея. В эти 3 дня все объекты музея, памятники архитектуры 19-го, начала 20 веков как бы ожили, наполнились творческой энергией кузнецов, швей и кулинаров, которые несут в себе традиционные занятия народа Саха. Музей под открытым небом, созданный 44 года назад по инициативе народного писателя Сорун Омоллона, стал аутентичной площадкой для этнофестиваля, цель которого – сохранение, развитие и популяризация народных художественных промыслов Якутии. Ortodaydu jola herkete uygula oluğa sanalların tuhugar, sarsını kümmük, bıyanlar, ilgeler, oğların tuhugar, bokabarı, ayılar mı? Bir teginen, kündüler tam bulgur, yürü, kötü. Elbisler iki yeliye ılladın, sana otunan sandara çağılın. Fıstık kıt katanlık tühadın, havuz kıt konkunu cereydin. Oğruanan tispir iskitzileydin, astavut ampanna haskıt ayhallandın. Мен наверен, долгуян, астына нагал турабын. Сегодня у меня особенный, счастливый день. Я воодушевлен и очень рад, что нахожусь здесь вместе с вами. Стою и вижу ваши радостные лица, а также счастливые глаза молодых людей, нашей молодежи. Здесь с вами я вижу, с вами слышу все происходящее рядом. Пусть этот добрый день останется в памяти и в наших сердцах навсегда. Радость этого праздника будем нести через всю свою жизнь. На этот момент счастливее людей, чем вы, на этом белом свете совсем мало. Народ мой, живите в здравии, дружбе и согласии. Об этом прошу у добрых богов Аи. Пусть они будут благосклонны к нам. Тата издревле славится своими тальниками. Не зря говорят «Талах-курдах татта вола» – татинский юноша с тальниковым поясом. Фестиваль предложил командам, состоящим из взрослого и ребенка школьного возраста, за 3 часа изготовить из тальника стул и якутские национальные игрушки. В селе Чемнай живет пожилой мастер Попов Дмитрий Афанасьевич. Он меня обучил смастерить якутский стул из стальника около 20 лет назад. Ему скоро исполнится 92 года. Очень хорошее мероприятие. Здесь я участвую вместе с сыном. Много людей, которые подходят, интересуются, спрашивают про заказ. И это вдохновляет. Сам придумал приспособление для нанесения узоров. Рисунки наношу только на ножки стульев. Не только красиво, но и одновременно является как бы моей именной печатью. На живописном берегу речки Тата с видом на центральное строение музея Николаевскую церковь команда кулинаров Чурапчинского и Татинского улусов приготовили на костре суп из потрохов и мяса на свое усмотрение. Вскоре воздух наполнился чудесным ароматом всего приготовленного, а стол был богато обставлен блюдами национальной кухни, привезенными из дома. Еду приготовили на открытом огне. Организаторы нам выдали говядину и потроха. Из этих продуктов должны были сварить 2 блюда. Наверное, многие не пробовали то, что я сегодня приготовила. Это суп из потрохов, куда я добавила полынь и ягель.
Из-за этого вкус супа получается совсем другим, особенным. Всем понравилось. Вы тоже сможете угощать таким супом своих родных. Это все свежее, натуральное. Муж, отец нашей семьи, заядлый охотник. Вот поэтому на нашем столе свежие фаршированные караси, дары красавицы Амги, рыба, утки. Очень интересно, оказывается, готовить еду на свежем воздухе на открытом огне. Живые звуки воздуха, огня и металла кузнецы на фоне старинных домов завораживали, наверное, всех наблюдателей этого тюльге. Огонь, наковальня, кувалда и сильные руки – вот все, что они имели, как в давние времена, чтобы воссоздать точную копию ножниц, экспоната из фонда Черкесского музея. Ножницы в наш фонд передали в 1981 году из Усть-Алданского улуса села Курбугах. Автор известен, ими является кузнец Михаил Захарович Копырин. Ножницы, предположительно, конца XIX века с орнаментом. Редкий экспонат нашего музея. Никто из соревнующихся мастеров ни разу в жизни не работал над ножницами. Опыта никакого, поэтому тяжело. Вот что получилось на данную минуту. Еще впереди много работы. Мы современные кузнецы, приученные к электрическому оборудованию. Работая сейчас только руками, как в былые времена, преклоняемся перед усердием, силой кузнецов прошлых веков. По соседству с мастерами кузнечного дела творили гончары под руководством Ульяны Матвеевой. Она увлечена этим делом с 2016 года, знает многие таинства заготовки и обжига глиняной посуды. Энтузиасты своего дела всю ночь, не смыкая глаз, топили печку, выдерживая нужную температуру, чтобы через 24 часа на глазах у всех вынуть из печи горшки. Треснувшие ли, целые ли, никто не мог предполагать, поэтому очень волнующе, когда раз за разом убирают кирпичи. Проверим не только целостность посуды, но проверим и их звук. Давайте извлечем все горшки. Это мое творение. Сделала копию древней посуды из села Чимнай. Слышите, каждый горшок издает свой неповторимый звон. Восьмигранная деревянная ураса XIX века, восстановленная 2 года назад, стала площадкой для конкурса кулинаров. Хранители традиций, мамы, бабушки приготовили блюдо из молочной пенки, урюме, вес которого должен быть не менее 1 килограмма. Так как участники, кроме традиционного урюме, приготовили еще и с разной начинкой, с фантазийными формами, у некоторых ушло на готовку до 3 дней. Меня зовут Корякина Акулина Ивановна из села Харбалах. Начинку выбирала так, чтобы она совпадала со цветом беломолочной пенки, урюме. Получились очень нежного цвета. Например, в одно урюме положила пюре из моркови. Такое изобилие мы получаем благодаря нашему традиционному занятию. Мы всей роднёй уже много лет держим скот, кобыл. Стараемся привить наши знания и умения внукам и племянникам. Для этого наш стол всегда разнообразно богат блюдами саха не только в праздники, но и в обычные дни. Участник, школьник, ловко плетет нить из конского волоса, сети, а рядом напарник, мастер, шьет дно на основу, заранее приготовленной 1-литровой ведерки из бересты, гырая. Это конкурс «Туос Тойктар гора», узорчатая песнь бересты. Все участники – люди, известные в своей среде, не раз побеждавшие на выставках, годами оттачивающие и совершенствующие свое мастерство. Сама родом из Усть-Алданского улуса. 44 года назад обосновалась в Усть-Татте, где река Алдан, куда впадает речка Татта. Для конкурса сшила гырая из алданской бересты с татинским тальником. Получилась милая ведерко для сбора земляники, куда я вложила всю теплоту своего сердца и рук.
Ага жереннен толордуннар денминер. Демин илим сыла таланын тарбагым сылаһын, уанна сүрәгым дугам иитен бартын герен турам. Бу тиктим. Ием эбем тигеллере бит. Мен була үһүс көлөне. Мои бабушка и мама мастера изделий из бересты. Бабушку звали Халтустах Беря. Ее как лучшего мастера звали знатные семьи Татты. Живя у них, изготавливала берестяную посуду. Мама была известной личностью среди мастеров, Мария Власьевна Петрова, Тосмая. Перед уходом из жизни в глубокой старости мама передала все то, что знала, приобрела, переняла. Они бесценны. И вот в 3-м поколении занимаюсь берестой. Дно закончила, получилось так. Где-то 2 слоя бересты, а где и все 6 слоев. Ведерко для земляники, объем 1 литр. Так одновременно шли около 20 конкурсов. Организованы выставки, продажа, мастер-классы, научная конференция, экскурсии. Одним словом, жизнь в музее кипела, бурлила, творила, создавала, радуя жителей Татты и гостей этого невероятного грандиозного праздника. В следующий раз организаторы планируют провести фестиваль на региональном, а в последующем на российском и международном уровне. Да будет так! Благословенная земля Татты, где огромная энергия слова и творчества, встретит вас на фестивале Is Us Fest.